بسم الله الرحمن الرحيم. С именем Аллаха, хвала Аллаху, милость и благословение Аллаха нашему пророку и его сподвижникам. А затем это мое обращение к женской половине Кавказа. О девушка Кавказа, гордая, терпеливая, жертвенная на пути Аллаха, о та, которую пытаются совратить враги ислама и лишить ее целомудрия и чистоты, прикрывая это некоторыми разногласиями в исламском праве. Эти враги религии Аллаха предоставляют ей право выйти замуж без разрешения опекуна, заключая тем самым омерзительный союз прелюбодеяния. Знай же, о дочь моя, что твои отцы и деды не терпели несправедливости. Они были воюющими на пути Аллаха и проявляющими терпение. Это были те люди, которым было неприемлемо унижение и покорность. Они доблестно и мужественно противостояли враждующим кафирским оккупантам коммунистического режима. Эти мужчины воевали с врагами ислама и своей стойкостью, а также приверженностью истинному пути и следованием этой великой религии, они заслужили стать примером, вызывающим у людей восторг. Я напоминаю тебе о твоих отцах и дедах, приверженцах ислама, которые не приемлили унижения и покорности, которые были довольны Аллахом как своим Господом, исламом как религией и Мухаммадом как своим пророком. Так знай же, и пусть Аллах оберегает тебя, что исламский брак, о котором поведал нам пророк, саллаллаху алейхи вассалям, согласно которому женились сподвижники и сподвижницы, был браком, который заключался по канонам ислама и сунны, в котором была величественность для девушки, а также ее родни и опекуна. Так разве можешь ты довольствоваться браком, кроме как браком, соответствующему пророческой сунне? Неужели ты хочешь выйти замуж наперекор сунне твоего пророка, саллаллаху алейхи вассалям? Ведь Аллах сказал тебе и всем мусульманам в том числе. Смысловой перевод. «Берите же то, что дал вам посланник, и сторонитесь того, что он запретил вам. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах суров в наказании». Сура Аль-Хашр, 7 аят. И также сказал наш Господь: «Если вы подчинитесь Ему, то Он направит вас по истинному пути». Поймите же, то, с чем пришел к нам посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, чего придерживались праведные сподвижники и женились согласно этому, это правильный брак, строго соответствующий канонам ислама, а не тот брак, который является нововведением и тем, что кто-то говорит и утверждает о каких-то разногласиях в исламском праве. Знай же, дорогая сестра, что никакое мнение и ничье слово не может опровергнуть то, что сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Такого не будет никогда. Мы берем свою религию из Корана, из чистейшей сунны посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и из того, чего придерживались праведные сподвижники, да будет доволен ими Аллах. Надо понимать, что действия сподвижников превосходят все действия других людей. Любое единогласное решение одного сподвижника превосходит решение любого сегодняшнего ученого или шейха, и нет никакой ценности словам и разговорам остальных по сравнению с тем, что сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Ведь Аллах уже сказал тебе и всем остальным мусульманам: «О те, которые уверовали, не предпочитайте Аллаху и Его посланнику никого». То есть вы не должны предпочитать ваши слова и мнения, а также слова и мнения ваших ученых и предводителей словам пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И что касается брака, которым доволен Аллах и который является сунной пророка, то это брак, строго соответствующий шариату, где есть опекун, есть согласие и есть принятие, а также есть приданное, и в нем необходимо объявление самого этого брака, делая его тем самым достоянием общества. Там должны быть свидетели, и мы должны радоваться этому браку. Это никак не должен быть брак по секрету, где присутствуют неизвестные и непонятные люди, где посягают на честь и запреты ислама. И я призываю тебя не довольствоваться подобными браками и не соглашаться с таким положением дел никоим образом. Так будь же мусульманкой, которая не приемлет этого. Крайне необходимо, чтобы ты не довольствовалась браком, кроме как браком в соответствии с сунной посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. А это то, как женились сподвижники, и то, как до сих пор женятся все мусульмане. Враги Аллаха хотят обесценить тебя, о сестра, и сделать тебя доступной, чтобы ты с легкостью доставалась тем, кто этого желает, назвав эту мерзость браком, и это никак не является браком. Это является ничем иным, как прелюбодеянием, а не браком. Береги же свою честь, о сестра, и пусть Аллах благословит тебя. А что касается брака в исламе,
то это то, когда родственники жениха приходят в дом к родственникам невесты и просят их согласия на брак. Таким образом, они видят друг друга, дают согласие и договариваются о приданном, а также о дне свадьбы и тому подобном. Это показывает твою значимость, твое величие, о мусульманка. И это показывает мужественность мусульманина, который не допустит для своей сестры ничего, кроме такого брака. А затем они объявляют о свадьбе людям, чтобы они тоже обрадовались этому союзу. Это и есть брак, который имел место во времена посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и которому следовали сподвижники и все остальные мусульмане, даже если они не пойдут подписывать свой брак в ЗАГСы, которые появились только по причине того, чтобы уничтожались ценности ислама и портились умы молодых. Что же касается ложного брака, даже если они и называют его здоровым браком, то это брак в секрете, где мужчина встречается с девушкой и договаривается о браке в неведении от остальных людей. Поистине это запретно. Им нельзя оставаться наедине друг с другом. Но они уединяются и дают друг другу согласие на бракосочетание, приводящее впоследствии к прелюбодеянию. А некоторые даже приводят свидетелей из числа своих друзей. Как бы там ни было, это ложный брак, потому что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Нет брака, кроме как с дозволения опекуна в присутствии двух свидетелей». Это слова пророка Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, которые предпочтительнее любых слов и мнений. Он сказал: «Любая женщина, которая вышла замуж без разрешения опекуна, то ее брак является ложным». И разве ты хочешь этого для себя, о чистейшая? Вспомни, что ты происходишь из тех, кто не приемлет нечестия. Твоя кровь произошла от отцов, которые, не принимая нечестия, сражались на пути Аллаха, проявляя терпение. Так не будь же сегодня довольна униженным положением и не будь дешевым товаром для всех желающих, о сестра. Будь чистой и целомудренной, и не принимай брака, кроме как брака, который нам дозволил Аллах и Его посланник, саллаллаху алейхи вассалям. Это мое послание тебе, о дорогая сестра, чтобы ты очнулась от беспечности и знала, что от тебя нужно и чего от тебя ждут враги этой уммы и враги ислама. Так разбей же и сотри в пыль об камень ислама их мнения и ожидания. Стань же сама крепким камнем, который жесток и тверд против врагов этой уммы, которые желают исламу слабости и унижения посредством тебя и твоего поведения. И пусть Аллах убережет тебя и даст тебе понимание этой религии. Пусть Он убережет тебя от этих помышлений, о которых прежде не знали люди в странах мусульман, до того, как они отступились от своей религии и сунны благочестивого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и начали следовать мнениям кафиров и атеистов. Я прошу Аллаха, чтобы Он уберег вас от всего дурного. Да пребудет мир и благословение Аллаха над пророком Мухаммадом, его семейством и его сподвижниками.